Данная экскурсия проводится среди школьников сегодня в Якутском ГРЭСе в рамках проведения месячника гражданской обороны, которая проводится с 6 сентября по 6 октября для защиты населения и как действовать именно при возникновении чрезвычайной ситуации мирного и военного времени. Уверена, каждый в детстве мечтал побывать в закрытых военных объектах. И такая возможность сегодня представилась якутским школьникам. Сейчас мы спустимся в самое настоящее военное бомбоубежище. Он вас защитит от дыма и предназначен для защиты от боевых отравляющих веществ. В мирное время лучше, чем противогаз, в случае возникновения задымления ничего вас не спасет. Будете нести их на плече. Вот так. Вот так. В боевом же положении, вы видели, да? В кино вот сейчас у всех, значит, вот так вот сумка одевается. Вот. На шею не нужно, на плечо. Одели противогазы на плечо. Вот так вот. Молодцом. Защитное сооружение, которое построено более 30 лет назад, рассчитано на укрытие 200 человек. 200 человек – это персонал станции, который продолжает работать и в военное время. То есть люди, которые обеспечивают до последней, так сказать, минуты существования города и станции электричеством населения нашей республики, они продолжают работать в военное время, выполняя свои функциональные обязанности. Продолжать свою жизнедеятельность на протяжении периода времени, которое значит, необходимо для снижения радиоактивного заражения местности. Вот. А в условиях значит, применения противником ядерного оружия оно защищает от ударной волны, которая образуется при ядерном взрыве. В общем-то, в течение 2 суток, по расчетам, которые проводились уже много лет назад, происходит значительное сокращение или снижение уровня радиации, которое именно этот период времени позволяет покинуть убежище и безопасно, значит, уйти значит, за пределы зоны поражения. Данное защитное сооружение, в котором мы сегодня находимся, полностью готово к приему работающего персонала Якутской ГРЭС при возникновении чрезвычайных ситуаций. Создан, как вы видите, запас противогазов. Также в данном защитном сооружении хранятся продукты питания на 3 суток. Ну, для жизнеобеспечения, скажем, в данном защитном сооружении на сегодняшний день все готово. Ну, я сегодня увидел, как нужно пользоваться противогазом, да. Ну, сам его собрал, вот нам его выдали, да. Ну, не дай бог, на всякий случай при пожаре, да. Ну, и бомбоубежище тоже увидел, как там внутри все. Бомбоубежище нам рассказывали сегодня, что они спасают от людей от взрывов, от гибели. Люди прячутся от бомб, самолетов, танков, разрушительных сил. В бомбоубежище ГРЭС было очень интересно, захватывающе. Нам подарили, как сказать, противогазы. Интересно было, познавающе. Самое главное, чтобы жить, это пропитание, вода, и, конечно же, условия, чтобы поспать было. Я думаю, что во время войны это будет нормально. Экскурсия оказалась интересной, познавательной и в то же время полезной. Ведь никто не знает, что ждет нас завтра. Надежда Самсонова, Николай Неамбутов, ЕСЯ, Якутск.